Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех, и скажут в тот день: вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Воскресение Иисуса Христа. Господь Иисус Христос ради нашего спасения принял страдания и крестную смерть. Тайные ученики Спасителя Иосиф Аримафейский и Никодим погребли его тело в новом гробе, высеченном в скале, недалеко от Голгофы. Когда тело Иисуса Христа покоилось в погребальной пещере, душой своей Он, как и все умершие до Него, сошел в ад. Бог пришел туда, где многие века души умерших праведников ожидали пришествия Спасителя. Христос пришел и, проповедав воскресение, вывел их из ада. Как поется в церковном песнопении, ад опустел. Покой Великой Субботы стал началом перехода от смерти к жизни. По прошествии субботы, ночью, на третий день после своих страданий и смерти, Господь Иисус Христос ожил силою своего божества. Он воскрес из мертвых. Его человеческое тело преобразилось. Спаситель вышел из гроба, не отвалив камня, закрывавшего погребальную пещеру. Он не нарушил печати Синедриона и был невидим для стражи, которая с этого момента охраняла пустой гроб. Вдруг произошло великое землетрясение. С неба сошел ангел Господень. Он отвалил от опустевшего гроба камень и сел на нем. Вид его был как молния, и одежда бела, как снег. Воины, стоявшие у гроба на страже, пришли в трепет и стали как мертвые, а потом, очнувшись, в страхе разбежались. Тем временем женщины, бывшие на Голгофе и при погребении Христа, поспешили к гробу Спасителя. Было очень рано, рассвет еще не наступил. Взяв с собой драгоценное миро, женщины шли исполнить последний долг любви по отношению к своему Учителю и Господу, умастить миром Его тело. Это были Мария Магдалина, Мария Иаковлева, Иоанна,
Соломия и некоторые другие женщины. Православная церковь называет их женами-мироносицами. Не зная, что к гробу Спасителя была приставлена стража, они спрашивали друг друга: «Кто отвалит нам камень от двери гроба?» Камень был очень велик, а они слабы. Опередив остальных женщин, Мария Магдалина первая пришла к гробу. Она увидела, что камень отвален от двери, а гроб пуст. С этим известием она побежала к ученикам Христовым Петру и Иоанну. Услышав ее слова, апостолы поспешили к гробу. Мария Магдалина последовала за ними. В это время к гробу подошли остальные женщины. Увидев, что камень отвален от входа, они вошли в пещеру и там увидели светозарного ангела и испугались. Но ангел сказал им: «Не ужасайтесь. Иисуса ищете, Назарянина распятого. Он воскрес. Его нет здесь. Вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Там его увидите, как он сказал вам». Выйдя, женщины побежали от гроба. Их объял трепет и ужас. Они никому ничего не рассказали. Вскоре после этого к гробу Господню прибежали Петр и Иоанн. Иоанн был молод, поэтому бежал быстрее Петра и первым оказался у гроба. Наклонившись, он увидел погребальные пелены Господа, но, побоявшись, не вошел внутрь пещеры. Петр же вошел во гроб. Он тоже увидел пелены и лежащий отдельно сударь, повязку, которая была на голове Иисуса Христа. Увидел и уверовал в воскресение Господа. Между тем воины, охранявшие гроб, пришли к начальникам иудейским и объявили им обо всем, что произошло в саду Иосифа. Не желая верить в воскресение Христа, фарисеи и первосвященники подкупили воинов, говоря: «Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали». Воины, взяв деньги, поступили, как были научены. А ученики Христовы разошлись по всему миру с проповедью о воскресшем Спасителе. Эта главная весть, провозглашенная христианской верой, находится в самом центре проповеди, богослужения и духовной жизни Церкви. Христос воскресе! Если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним.